экран какой-то не такой. О! Здорово, мужики. Так. Ну что, нас стало трое. 20 февраля будет очередной розыгрыш. Но пока нас трое. Вот. Так что дерзайте. Честно говоря, я сегодня устал. И не просто устал, а очень устал. Это связано тем, что заковал я сегодня клинки. Пока идет термообработка, через некоторое время отключусь. Вот. И между тем хочу вам показать, что я сегодня вот закончил. Сразу скажу, для любителей малышей коротких ножей. Так. Для любителей коротких ножей. Так. Сейчас закончу и предоставлю всеобщее обозрение. Засенить будете вы. Что касается вчерашнего ножа, нож был продан и сегодня доставлен. Не только доставлен, но и уже подарен мужу. Вот. Малыш. Шейник. Тут добавлю еще одну. Где-то вот так будет. Вот. И вчера я оговорился насчет этого стали CPM 60 SV. Производство американское, а не германское. Америка. Тут сегодня меня подправили. Вот, так что это не Германия, а Америка. Через пару дней представлю еще одну сталь. Я этот сталь, надо сказать, искал много раз. Не могу сказать лет, но нашел. Я его сегодня заковал. Вот. И завтра, наверное, послезавтра все-таки будут тесты конкретные. Будем найти плюсы и минусы. Но во всяком случае, в теоретическом плане одни плюсы. И самое главное, самый главный плюс для вас, моих зрителей, цена. Да, так решил. Так, а это у нас CPM 60 SV. Шейник. Малыш. Малыш сатинирование. Вот такой вот
Но для чего, спросите, такой размер и такой кончик? Это, ребята, для разделки пушнины. Тут градус. CPM, как известно, очень долго держит режущую кромку. А рукоять оставил традиционно. Ну вот. Неким замком. Выц, и все. Вот. Что касается после вчерашних роликов, почитал на досуге комментарии. Комментарии просто радуют. Молодцы. Не псевдо какие-то аккаунты, а настоящие люди. И у каждого свое мнение. Насчет цены и качества я сказал. Вчера рассказывал. Вот. Кто желает, тот покупает. А кто не может, но все-таки гавкает. Это его проблемы. Как говорится, караван идет, а собаки лают. Вот. И, на мой взгляд, самые нормальные условия, самые оптимальные условия для вас. Лучшие из лучших сталей. Вот. Каждое изготовление, каждая деталь, каждый ножик требует, соответственно, другого подхода. Если говорить про стали, тот или иной сталь имеет определенное время. Надо это учитывать. Вот. Я сегодня отправил троим вот ножички. На кону у нас немало. И хочу сказать, если желающие заказать ножик, у вас 3 дня. За эти 3 дня вы можете заказывать. А с 1 февраля заказы принимать не буду. Потому что 16-17 буду готовиться к выставке Дарханус, который проходит 1 раз в году в республике Саха, в городе Якутске, Амусов-1, старый город Кружало. Нынче пройдет выставка 2 дня. В прошлом году только 1 день был. Конкретный шпрот был. Вот. И по условиям организаторов экстремальный нож, кухонный нож, вот, и художественное изделие. 3 номинации. Первым местам дают статуэтку в виде кузнеца. Но я покажу когда-нибудь. У меня под номером 3 уже есть. Вот. Хочется думать, что это вчера было. Оказывается, лет уже несколько прошло. Вот. И будут 2-е и 3-е места, конечно. Но суть в чем? Собираются кузнецы со всей республики в одном месте. Именитые и начинающие. Будет общение. Будет действительно у всех на глазах тесты. По сравнению других выставок, наша, надо говорить наша, выставка Дарханус, раньше назывался УС Экспо, потом переименовали на Дарханус. Вот.
по сравнению, например, с клинком, тесты делают каждый раз другие. То есть те, которые тестируют, меняются. Не каждый раз один и тот же нету. По тестам, на чем, ну, обычно бывает войлок, резина, металл, сухое дерево и канат там. В общем, нормально. Там и в клинке, и в дархане нету теста на излом. Я в этом году, если честно сказать, попросил, давайте делаем такой тест на излом ножа организаторов. Вот, например, ножик. Тут на кончике сантиметров, там миллиметров 5, да бог с ней, и можно и 7. Маркером измерить. Ну, где-то так. Вот, видно, да? И пока маркер не исчезнет, не войдет в дерево, а дерево будет не сосна. Ну, я свое мнение сказал. Не сосна, а лиственница сухая. Одним ударом затылок. Пыц, и войдет дерево, да? Где-то вот так. И после этого на тыльной стороне здесь графики. Там 25, 45, соответственно 0, да? И на излом. Во время этого, ну, если сталь хорошая, во всех смыслах будет держаться до 45, и другую сторону до 45, вот, и по максималке. И тут нож должен уже выйти из древесины, тем самым доказывая, что он не перекален, что он действительно рабочий, и что он не ломается. Таким образом, доказывая зрителям, что мастер достиг каких-то уровней. Но это мое личное мнение. Вот. И там человеческий фактор всегда является, всегда он присутствует. Но тестируют один, оценки дают жюри. Жюри независимое, и их количество нечетное. Вот. Жюри решает, а не тот, кто тестирует. У нас в Якутии, в Дархане обычно так. Но организаторы считали, что во время такой большой выставки, если ломается ножик, будет не очень корректно, мягко говоря. Ножи, если ломаются, кончик при всех, у всех на глазах, как говорится, в прямом эфире лопаются туда-сюда, упадет некий рейтинг выставки, я не знаю, не будет известно уже мастер, только номер будет там. Никто не говорит, какой этот мастер, просто номера. А номера знаешь только ты. Свой номер и все, соседей не знаешь. Например, так. Ну, отказались, короче. Я бы не против. Я только за. Почему бы и нет? Каждый ножик должен на излом. Я вот тут тестирую, на излом идет, идет. Если не идет, остается тут. Вот.
надо приобщить к качеству, уверенность. Но если товар качественный, то и цена тоже качественная. Вот. Но это лично мое мнение. Его не стали этот в конкурс вводить, такой тест. Но остальное, по-моему, будет. Вот так вот. Так что, коли хотите, уважаемые зрители, заказать ножик, спешите. С 1 февраля корректно вам откажусь. Скорее всего, не откажусь, а отложу сроки изготовления. Но если вам необходимо оплатить, возможность только такая у вас подвернулась, будем принимать, запишу. Вот, и после выставки уже свободное время, там и спокойненько сделаем ваши желанные ножи. У меня, по-моему, все. У нас уже весна идет, день длиннее, скоро уже 50 градусов не будет. Ой. Позвольте на минуточку, ребята, отлучусь. Так, все работаем и работаем. Там тут, опять добыто. Жара на солнце. Чужих передал. Посмотрим, посмотрим. Бытай да бытай. Да. Что-нибудь потеряли? А не тут-то было. Весь в работе, ребята, извиняюсь. Да, и после выставки, конечно, буду принимать заказы, без проблем. Можете до выставки, но будут изготовления после выставки приступать. Вот. Привет, привет. Вы не сказали, что Эльмакс покупает чего-то? Эльмакс покупаете дорого. А кто сказал, она дешевая? Ну, слава богу, убедились. Реально дорогая, да. Ну, я человек прямой и простой.
сказал прямо, вот так, вот так. И слова обратно свои брать не люблю. Сказал, значит, сказал. А что касается, что-то там обманул, что-то не то вляпнул и так далее, и так далее. Не знаю. Вроде нормально сказал. Вот, пирожки. Готовые пирожки. Так, послезавтра предоставлю еще одну сталь. Пока в секрете имя, марки стали. Ну, почему я еще повторюсь там, когда будет демонстрировать. У меня есть коллега, мой друг. Ему однажды сказал его друг, советом пришел. Говорит ему: ребята, вы делаете отличные ножи. Хорошие ножи делаете. А он тоже кузнец. Он говорит: ну да, конечно. Респект, то сё. Ну вот. И он попросил: пожалуйста, будьте добры, когда будете делать якутские ножи, делайте так, чтобы они не ломались. А он спросил: почему? А он ответил: потому что в горах, в северных районах много гор, и кому известно горные бараны, и ребята там охотятся, и при падении случайном они используют свой нож в качестве защиты. Ну, человек падает, нечего зацепляться, автоматически берут за нож, и когда подбирают человека, вернее трупа, из-под горы, обнаруживают всегда ломаные ножи. То есть человек в последний момент держался до последнего. К сожалению, таких случаев немало. И после таких слов, после такого рассказа я стал искать такой металл. Действительно очень жаль. Человек молодой, на охоте, не дай бог поскользнулся на скале, падаешь, достаешь ножик, изо всех сил цепляешься во что-то, а там одни камни, лед и снег. И в этот момент как втыкаешь, а ножик твой ломается, и твоя жизнь закончается в этом. Это действительно очень печально. К сожалению, такие истории немало. Действительно суровые условия живут. Я в данный момент живу более цивилизованной, более близкой к центру района живу. Вот. А там, ну, где я сижу сейчас, и отсюда там километров около 1000, там уже такие горы. Осенью покажу. Там такие высоты, такие скалы.
страшное. Ну, подняться-то понятно, подняться может каждый, как бы, да? А вот спускаться — это уже задача. И в таких случаях есть поговорка русская народная. Поспешишь, людей насмешишь, но когда человек падает со скалы, чтоб такого не было, мой личный и вам, мои дорогие друзья, на охоте, даже на рыбалке, никогда не спешите. Никогда не спешите. Лучше опоздайте на полчасика, на час. Но дойдете до избушки, до палатки, до лагеря целым, невредимым. Руки, ноги будут на месте. Да, в темноте дойдете, но целый. Это мой вам личный совет. Особенно молодые, особенно те, которые впервые, особенно те, которые первый раз выходят, первый раз купил ружье, когда-то ходил с дедом, потом большой такой пропасть, нигде не был, ну, как будто готовый, он все знает, типа, я готов, да, оформил ружье, купил настоящий якутский нож, ну вот, давай, давай. А природа, против природы не попрешь. Законы природы суровы. Это везде. Я не только у себя на родине охочусь, но люблю после выставки у друзей в Подмосковье быть. Вот. В Тверской области у меня там друзья. Неоднократно там охотился. Честно скажу, пока Баянай Тверской не дал мне ничего, кроме уток и варшнепа. Вот. Сахарова пока нет, кабана тоже не добыл. Но, как говорится, земля круглая, жизнь только начинается, время покажет. И там я впервые заметил, что там очень много растительности. Деревья вот такие, у нас такие. Там влажность большая, все живое. И деревья 32-35 метров высоты. И там только на самой высоте там несколько там сучков. Все остальное как свеча. У нас таких нету. Вот. Но крепкие. В северных районах вообще низкие, тоненькие. Погода суровая. Вот. Но там земля не замерзает. Замерзает сантиметров 7-5 за всю зиму. Даже 12 где-то. Но там есть одно слово болото. Коварное. А сверху-то снег, не видно ничего. Как по пояс. Думал, ну ладно, там дно найду, попрыгну, а она нет. Нифига себе, помогите. Такой буквально случай был. Опасно. То есть какой-то человек приезжает впервые, ничего не знает, в принципе знает, да, но у каждой территории клочочка земли есть свои правила. А я об этом не знал. Ну, вроде зима, да, вроде холодно. Но все-таки такие сюрпризики оказываются и там, и тут. Так что, дорогие
будущие охотники, молодые люди, не спешите. Самое главное, не спешите. Да, холодно, да, моросит, да, снег идет, да, дождь, до трусов, до нитки помог, да, тебе холодно, ты голодный, да, терпи, не спеши. Все, самое главное так. Ну, много случаев, много, очень много случаев. Но одно я все равно должен сказать, на мой взгляд. Был такой случай уже 4 года, по-моему, да? Молодой человек, семьянин, 2 маленьких дочери. Не в моем районе, а соседнего района. Вышел другом на охоту на сахату, на лошадях. Перед тем, как выйти, приобрел нарезное ружье. Все покупал, все. А вот ножи, купил нож, скажу я вам, не буду фамилию сказать, не якутское производство, а привезенное псевдо-якутский нож. Купил. Да, они, сами знаете, цены у них, на ваш взгляд, хорошие. Да, действительно, дешевая цена. Приобрел и давай, поехали. Идут. А у нас расстояние тут близко. Это значит где-то минимум 30, максимум 60, в районе этого. Да тут близко. А на лошадях за день не одну сотню. Едут. И тут вечереет. А у него собаки, конь. И из-за какой-то, неизвестно из-за чего, может, понюхала там запах медведя. Лошадь вдруг задоргнула и бросила своего хозяина, кого тот, который сидел. Молодой человек упал в такой положении, как бы боком получается. И тут поднимает человек, он еле встает, уже хромой, и тут лужа крови. Возникает вопрос, откуда? Откуда? Вот ножик. На него ходи, не ходи, в любом положении ударься, где может выскочить лезвие, кончик. Если внутри есть деревяшка, которая держит его. А у того ножа деревяшки внутри даже пластмассы, ничего такого не было. Из-за этого, ну вот, например, ножны кожаные. Вот так загнулся и вышел с этой стороны кончик. Ножны великоваты, и, соответственно, клинок там просто так болтался. Вышел, сделал колющий удар, а это, соответственно, вену. Вот, между бедренным суставом или где-то там в районе. Короче, этот молодой человек не вернулся.
Ну, поскакали обратно, не успели. По дороге помер из-за потери крови. Из-за плохого изготовления якутского ножа. Я услышал это и очень рассердился. До сих пор обида есть. Подделывает, молодцы. Но сделать хотя бы хорошо ради безопасности своих же клиентов. Да, цена привлекательная. Я подошел к нему на выставке. Посмотрел. То же самое ножны. Я прямо в глаза смотрю, а он уже такой бежит в глаза. Ты знаешь, что наделал своими изделиями? Да берут, тысячи берут в Якутии заказов у меня и так далее. Я тут в руках держал себя в руках. Вот. И сказал ему спокойно 3 слова. Делай хорошие ножи, чтоб смертей не было. Хорошая цена, делай качественно хотя бы. Вот. Из-за твоих ножей умер молодой пацан. В курсе, не в курсе, говорю. Не знаю, как бы там, я знаю только там якуты как пьют, там и так далее. Я вообще в бешенстве. Ладно, потом сочтемся. Еле себя удержал. Вот. Второй день. Соревнования. Призером стали. Подхожу уже. Ну, уже основное соревнование закончилось. Что еще делать? Посмотреть. Прикупить чего-нибудь необходимого. Ну, подошел. А он заменил. Другой человек стоит, а он сам нет. И он это видит. Ну, я ему и говорю, спрашиваю, где он? Он говорит, нету его. Вчера же был тут, где он? Я за него. Все вопросы ко мне. А, поменялись, да? Он говорит, да. Слышал про такую историю? Из-за ваших изделий помер молодой пацан. Молодой отец. Да, наслышанный, сказал. Ну что тогда, поменяйте хотя бы. Что-нибудь там сделайте. Уже, говорит. А что поменяли? Да, вот смотрите. А там пластик поставили внутри кожи. Из-под канистры. Обыкновенный пластик. Засунули. Теперь они горят хорошо. Обидно. Дураки. Конкретно. Сейчас они уже нас учат, как надо делать якутских ножей. Умницы. Больше нас знают. Ну вот так вот. Так что послезавтра, после этого рассказа, надеюсь, я нашел эту сталь. Тесты будут жесткие. Он должен выдержать мой вес. А я вешу, мне где-то 50, а нет, 85, где-то 90. Вот, будем прыгать, ломать. Если возможность будет, человек подойдет, снимет видео. И после этого уже тесты будут режущую. Как он будет держать кромку. Посмотрим. Но из всех сталей он самый ударопрочный по теоретическим показателям. Но
Посмотрим, время покажет. Так, ну что там? Ну что там? Ножи класс, здорово. Ой-ой-ой. Что-то ведут, не ведут. Порошковая вся дорогая. Плюс работа. Не, у кого есть вопросы, ребят? Да, можно открыть и банку. Никто не запрещает. Вчерашний наезду. Ну, не знаю, наверное, если был наезд, ваш адрес, наверное. Коли вопросов у матросов нету,